Selam aleyküm, hürmetli teleseyirciler. Эфирде «Нам Крыш Ньюс» хаберлері. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами в студии Эдем Юсуфович Таиров И Михаил Петрович Кукуюк. Коротко о главном. Россия ограничила ввоз удобрений в Крым. В связи с этим у большинства так называемых крымских парламентариев ожидаются большие проблемы с въездом на полуостров. Министр курортов и туризма Крыма Елена Юрченко заявила, что крымским отелям вскоре начнут раздавать звезды. Больше всего звезд ожидает получить санаторий имени Леонида Ильича Брежнева. В Ялте Сергею Жигунову подарили вязанку ялтинского лука. Ну что ж, как говорится, поплачем вместе, господин Жигунов. Крымских детей научат сортировать мусор, потому что каждый школьник в Крыму должен уметь отличать полицейских от местной самообороны. Власти Симферополя заявили, что в городе еще слишком тепло для того, чтобы включать отопление. Также власти города надеются, что слишком тепло продлится до конца апреля. Об этих и других новостях далее в выпуске. Не переключайтесь. И вновь тревожная новость. В крымских магазинах замечена продукция фабрики «Рошен» без опознавательных знаков. Президент Украины отреагировал мгновенно и уже выступил с заявлением. Цитата. «Никаких рошеновских конфет в Крыму нет. Эти сладости можно купить в любом военторге. А если дело дойдет до обострения конфликта, то у этих людей слипнется за спинами». Конец цитаты. Как сообщает крымский госнаркоконтроль, недавно ими было изъято 2750 доз синтетического китайского наркотика. Извините, к этой новости появилось дополнение. В Крыму изъяли 2600 доз отличного, просто фантастического китайского порошка. Немного о преувеличениях. Как сообщает агентство РИА Крым, израильские инвесторы намерены вложить деньги в молочную отрасль Крыма. Эта новость появилась после того, как иммигрант Иосиф Зильберман написал в своем блоге, что собирается купить маме корову. Этот же сайт сообщает нам, что турецкий бизнес готов вложить в Крым $500 миллиарда. На самом деле этой новости не хватает одной маленькой детали. Турецкий бизнес готов вложить в Крым $500 миллиарда. Член Совета Федерации Ольга Кавитиди сообщила, что в Симферопольском СИЗО нарушаются права человека. То есть в остальном Крыму с правами человека все в порядке? Но, по мнению госпожи Кавитиди, да. Сергей Аксенов пообещал помочь лидеру группы Limp Bizkit Фреду Дёрсту обосноваться в Крыму. Как заявил сам так называемый глава Крыма, после групп «Золотое кольцо» и «Любэ» Limp Bizkit – это его любимая группа. Он ценит ребят за яркость, харизматичность, а особенно ему нравится их альбом Unquestionable Turn. Более того, у нас есть запись, как Сергей Аксенов сам исполняет песню любимой группы. Ну что ж, дорогой Фред, ждем твоих дуэтов с Кобзоном, Успенской и Лепсом, с которыми вы замечательно можете спеть песню «Я уеду жить в Саки». Общественное движение «Объединенный молодежный фронт» выступило с инициативой установить в Симферополе памятник референдуму 2014 года. На рассмотрение уже поступило несколько эскизов будущего памятника. Давайте рассмотрим их поподробнее. Первый проект – это, как вы видите, монумент одновременно всем руководителям российского Крыма. Следующий проект памятника символизирует цепь, духовно объединяющую Крым с Россией. Третий памятник символизирует непосредственно инициатора аннексии Крыма и является одним из лидеров рейтинга. А этот проект памятника ярко символизирует то, куда именно попал Крым после присоединения к России. И еще новость из области культуры. В Крыму пройдет фестиваль художественного и документального кино патриотической направленности. В программу фестиваля войдут такие фильмы, как «Ко мне Сергей», фильм о визите Сергея Аксенова в Москву, фильм «Приключения электричества» о энергопотоке, соединяющем Россию и Крым,
Умный и еще умнее. Лента повествует о том, как Путин и Лавров всех переиграли. Фильм «Поймай меня, если сможешь» о курсе рубля будет показан вне конкурсной программы. Мы продолжаем. Как заявил сайт правильной крымско-татарской общественной организации «Крым-Барлега», блокада Крыма обернулась пытками и мародерством и угнанными автомобилями. Ну что ж, трудно опровергнуть такое заявление, тем более, что у нас есть кадры, подтверждающие это. Вы у меня уже все забрали. Сначала кровь, теперь машину. Друзья, мы вынуждены прервать наш выпуск, так как наш специальный корреспондент Осман Пашаев смог передать видеоматериал, подтверждающий начало энергетической блокады Крыма. Но власти полуострова уже приняли контрмеры. Для обеспечения Крыма электроэнергией они разработали уникальные биогенераторы, вырабатывающие электричество. Ну что ж, в завершении хочется сказать, пусть у вас всегда будет тепло и в доме, и в душе. А с вами были Эдем Юсуфович Таиров И Михаил Петрович Кукуюк. и это была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс».